Уже вторая в этом году встреча президентов России и Абхазии состоялась в Москве 10 мая. Владимир Путин и Бадра Гунба обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества Абхазии и России. Встреча двух президентов состоялась во время поездки Бадры Гунба в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Собственно, с этой темы и началась беседа двух лидеров. На каких еще моментах были сделаны акценты на встрече? Побеседуем с политологом Бесланом Камке сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, можно начать с атмосферы самой встречи. Да, атмосфера была на самом высоком уровне. В этих действительно юбилейная дата, она знаменитая в мировом масштабе, это имеет огромное значение для человечества. И, естественно, этот контекст не мог не сказаться во всех смыслах. То есть на встрече это было подчеркнуто приверженство именно исторической памяти, победы над нацистскими силами в годы Второй мировой войны. И что это объединяет. В принципе, те деды, отцы, которые воевали, их завещание жить вместе дружно, оно сегодня воплощается в реальность, и это задает тон. Долг, это вообще-то, нужно так понимать. Те, которые отдали жизнь за будущее человечество, они выполняются поколениями. Должно быть так, потому что долг сохранить то преемственность, то, за что они погибли. Это было с пониманием, так сказать, всех лидеров, которые были там на встрече. Естественно, абхазская сторона была также достойно представлена, и Путин отметил вклад также из Абхазии, которые 55 с лишним тысяч были. Да, были названы цифры. И 23 героев и так далее. То есть ничего, так сказать, как говорится, не забыто, и вклад достойно внесен, да, поэтому это была достойная встреча и достойно проведено во всех смыслах. Но говорили о вопросах непосредственно сегодняшнего дня также. В частности, упоминали главные вопросы межгосударственного нашего сотрудничества. На чем делали акценты еще наши, скажем так, лидеры наших стран, России и Абхазии, говоря о экономике, скажем так, Абхазии, о том, как выстраиваться должны наши отношения? Да, были задеты отношения экономического плана, социального плана, и это на встрече 10 уже мая были специально уже уделены на это внимание. Это инфраструктурные, естественно, проекты, они будут еще развитие. Начатые проекты, они разрешены, аэропорт, железная дорога, но они дальше будут развиваться. Абхазия уникальная расположенная страна, здесь транзитные возможности огромные, оно будет иметь стратегическое важное значение, но, естественно, тут уделяется внимание всем социальным объектам. Это большие проекты поднятия здравоохранения, экономика, она должна быть основана на таких современных методах управления. И вообще хочу сказать о том, что в словах Путина, да еще раньше это было видно, что российская сторона хочет иметь Абхазию успешным государством, и в социально-экономическом плане прежде всего. То есть тут суверенитет, о котором он, естественно, она является правовым аспектом, да, но оно должно наполняться содержанием. Суверенитет, независимость, оно должно быть наполнение именно экономического плана, то есть экономический суверенитет, то есть достойно, то есть эта страна должна быть успешность, выражается в том, насколько гармонизируются отношения внутри общества. Это очень важно. Не случайно Путин надеется на то, что новый избранный президент станет на должном уровне на этом этапе вести страну вперед. Еще раз подчеркиваю, что успешная страна Абхазия, она устраивает всех. Это очень важно. И прежде всего, естественно, должно быть и нам, и российская сторона хочет иметь того субъекта, который будет опираться надежно, стабильное государство, всегда в ногу идти. И я думаю, что это понимание есть. Говоря о российско-абхазских отношениях, был пункт о том, что восстанавливается авиасообщение после 32-летнего перерыва. И ряд еще других вопросов. Как вы расцениваете, скажем так, сам факт, и какие могут быть перспективы, с этим связаны у Абхазии? Да, аэропорт, в такое время, вы упомянули, 32 года, это ненормально было состояние, когда аэропорт
так сказать, база существует, достаточно серьезная база. Ее необходимость вызвана не только внутренними проблемами, ну, внутренней, так сказать, потребностью, но и региональной потребностью. Так что, вы же, наверное, и тогда это при планировании, оно рассчитано было на взаимозаменяемость. Аэропорты, они всегда выступают запасными, так сказать, да, вариантами, в случае чего всегда. И это нормально, когда вот это развитие получает наш аэропорт, он должен был в любом случае развиваться, это объективно, то есть это даже вне политики, можно даже сказать. Ну, естественно, он огромный потенциал сюда привносит. Это технологические возможности, это и динамика посещения, она увеличится, да, туристических потоков, это развитие, ну, сам аэропорт, он, естественно, мультипликативный эффект имеет, он развивает другие стороны тоже экономики. Поэтому это очень большое дело, оно необходимо, оно будет развиваться, вне сомнения. Я не думаю, что здесь какой-то, ну, скажем, я понимаю, что есть реакция со стороны Грузии, да, но это, конечно, ну, мало того, что это не конструктивно, это просто нелогично, когда аэропорт не функционирует. Это нужно всем. Вот, в регионе это нужно, это необходимо. Вот, поэтому... А вот интересный еще момент в том, что Владимир Владимирович, он, когда задавал вопросы, прекрасно был в контексте всей нашей ситуации здесь, в Абхазии, и разговор зачастую шел как бы в продолжение первой встречи, да, когда Бадра Гунба что-то предлагал, Путин слушал, как-то оценивал, давал поручения. И сейчас спрашивал, как вот обстоят дела вот как раз с этими объектами, с этими моментами, которые они обсуждали. Вот этот момент же тоже очень важен. Да, вы правильно заметили, была связь вот именно тех вопросов, проблем, которые были поставлены на встрече первой, да, и вот во второй. Но это говорит о том, что в центре внимания, в общем-то, Абхазия. Вот настолько она важна, стратегически. Это демонстрирует, конечно, вот, позиция президента Российской Федерации, то есть насколько это серьезно, да, оно заложено было еще в договором 2014 года, да, что Россия вот, берет на себя обязательство вот, поднимать эту страну на уровень, международный уровень и так далее, продвигать ее проекты. Поэтому эта преемственность четко соблюдается российской стороной. Вот. Ну, кроме этого, был упомянут еще пункт, кроме аэропорта, я имею в виду, пункт о том, что сейчас в Абхазии началась выдача водительских удостоверений российских. Да, кстати, очень много как бы головной боли сняли у наших граждан, потому что действительно наши люди часто пересекают границу, и когда вот вышел закон о том, что теперь только по российским водительским удостоверениям, это поставило людей в затруднительное положение. Кто-то успел там до 1 апреля этого года поменять там, или приобрести российские права. Но основная часть, конечно, не смогла. Это связано не только с логистикой, скажем, тяжелой, но и с финансами, да, которые необходимы были. А сейчас все очень максимально упростили. Да-да-да, я сам водитель, также испытал этот момент такой напряженный. Ну, вот, в общем, это было сделано, кстати, вовремя и, ну, с пониманием. Это вопрос такой, который, ну, скажем так, приятно. Он задевает действительно много вопросов. Ну, тяжело, когда... То, что непосредственно на себе люди испытывают. Да, вот это вопросы социально, они всегда такие, знаете. И это хорошо, что было сделано именно так, эффективно, быстро. Я думаю, что это пример того, как надо взаимодействовать теперь в будущем, в дальнейшем. Я думаю, что здесь и абхазская сторона также будет активно продвигаться. Мне кажется, что темп наших взаимоотношений, он будет иметь большой вот такой вот успех. Ну, кстати, вот Бадра Гунба как раз по этим моментам и выразил благодарность от всех нас, скажем так, вот за вот эти вещи, которые упростили и помогли как бы решить много проблем для наших граждан. То же самое касается и выдачи вот российских пенсионных карт, которые здесь у нас в Абхазии.
сейчас осуществляется, вот только набирает обороты, но тем не менее уже много людей приобрели, 8 тысяч человек уже приобрели вот эти, скажем так, магнитки. Конечно, тут учитывается вот проблема, тоже пожилого возраста, люди, которые это очень сложно было вот так вот находиться, и очень быстро решен вопрос. Ну, конечно, здесь нужно дать импульс и многим другим направлениям. Я думаю, что потенциал еще будет раскрываться, наших возможностей вот, в плане сотрудничества, в плане вот, нахождения оптимальных вопросов, решения любых социальных вопросов. Это, так сказать, оно впереди у нас все, да. Ну, и была речь уже со стороны нашего президента, да, он говорил о том, что особая благодарность руководству России за обеспечение безопасности. Это как бы очень важный для нас вопрос, который висел дамокловым мечом до 2008 года, там, и с этих пор мы как бы вот находимся под таким щитом, да? Да, это основной вопрос, действительно, безопасность, потенциал, который у России, он достаточно серьезный, и этот потенциал, он также необходим, потому что мы это дело имеем в современном мире, как любое противостояние, он имеет такой интернационализирующий характер. То есть за одной страной сразу выстраивается целый блок НАТО, например, может выстроиться, как в этом случае с Украиной. Вот, поэтому в абхазском направлении это сложно удерживать мир. Это кажется так, может быть, сейчас уже. На самом деле мир был до 2008 года. Именно здесь, можно сказать, проходила условно будем называть, Берлинская стена. Запад-Восток, он делился по Ингуру, если так можно сказать, да. И действительно, самая современная техника военная должна была быть на этой стороне, на Абхазской, потому что на той стороне, весь потенциал НАТО. И потом это подтвердилось, как противостояние с Россией, весь блок НАТО, да еще и еще много стран также присоединилось, 55 стран. Вот об этом важной теме безопасности, достаточно было просчитано, естественно, в России, что здесь должно было быть действительно тогда огромные усилия нужно были приложить для того, чтобы мир был. Сегодня тоже требует этого, да. Вот. Ну, на самом деле, встреча хоть и была короткая, но о самом главном там успели сказать, скажем так. И, кстати, Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова помогать Абхазии в решении важных задач и для улучшения жизни граждан. То есть она подтвердила, скажем так, приверженность поддерживать Абхазию, какие-то ее интересы продвигать и так далее. Этот момент же очень важен. Да, это очень важно, потому что в этом заключается вот именно подтверждение тех установок, решение тех установок, которые были заложены в договоре. Вот договор, он является направляющим, да, те установки, которые были заданы, мы видим, они развиваются. Другой вопрос, корректировка каких-то методов, способов, это, естественно, это рабочие вопросы, и здесь нужно активно включаться экспертному сообществу со стороны Абхазии тоже. Это очень важный момент, потому что многие вещи могут быть не потому, что там есть какие-то силы, которые могут препятствовать разрешению каких-то проблем, а это может произойти именно потому, что упускаются те специфические вопросы, которые нужно поднимать вовремя. Вот, например, бизнес и население. Да, естественно, здесь возникают объективные проблемы, противоречия и так далее, интересы, круг интересов. Ведь понятно, что бизнес – это частные интересы, а есть публичные интересы. Как их сложить? Это проблема частного и публичного, скажем. Да, она вообще во всем мире остро стоит проблема. Она не только... И поэтому я думаю, что с абхазской стороны нужно будет подключать серьезные экспертные группы, которые решение вопросов должны быть вовремя представлены, варианты решения, да. Я думаю, в этом успех будет. Кстати, вот когда мы говорили, мы обсуждали с вами экономический аспект, скажем так, да, который поднимался на встрече, была речь и о том, что Россия поспособствует, скажем так, увеличению турпотока в Абхазию.
Да. Да, этот момент, вот как бы вы прокомментировали? Да, оно прозвучало на встрече двух президентов. Как раз Владимир Владимирович сказал о том, что будет надеяться на то, что турпоток в этом году будет больше. Вот. И туристическая индустрия, оно требует высокого уровня качества, сказать, отношений, социальных таких решений вопросов. Поэтому здесь усилия со стороны России, да, открыть вот возможности, огромный потенциал, потому что это огромное Черноморское побережье, оно должно быть еще неким, скажем, целостным каким-то таким, вот, в каком-то смысле я имею в виду, потому что, смотрите, здесь такая здоровая конкуренция, да, оно может быть сочетаться еще и с разумностью, да, потому что регион, он непрерывный, ведь российская сторона, курорты абхазская сторона, они сопредельны, тут не принцип непрерывности. Там экологические вопросы, да. Вы имеете в виду, то, что связывает. И здесь, возможно, когда выиграют обе стороны, этот вариант может быть. И вот на эту сторону надо больше работать, когда привлекаемость в целом станет для обоих лучшим, да. И когда-то опыт советского государства, было так вот организовано, что посещение, так сказать, Краснодарского края туристов и Абхазии, оно было как бы логическим следствием одно с другим, да. Что касается уровня, скажем так, доверия стран, уровень доверия, нацеленность на интеграцию, вот как бы вы... Была тоже об этом речь, вернее, из этой встречи вытекала, да, и вот у меня возник такой вопрос, как вы оцениваете нынешний уровень и то, вот, можно сказать, динамику какую-то вот в этом плане? Динамика отношений, динамика, оно положительная, это видно. Естественно, у нас были какие-то вопросы, которые были не проработаны достаточно серьезные. Опять-таки повторю, что экспертное сообщество здесь мало привлекало в этих решениях вопросов. Но сейчас динамика, оно дает основание, говорит о хорошей перспективе. Почему? Потому что приезд Кириенко в Абхазию, да, это очень такой, можно сказать, подчеркнуть вопрос такого рода, что он подходит комплексно, видит проблему в целом. То есть нельзя включать нельзя допустить дисбалансы интересов. Вот именно, скажем так, проблемы, особенности абхазской, да, ее особенности развития исторического плана, культурного плана, да, они должны сочетаться с частными интересами, да. И я думаю, что здесь открываются вот как раз те перспективы, при котором развитие получает и частный бизнес, и публичные блага, публичные интересы. Вот новые подходы, естественно, обозначили в связи с приездом Кириенко здесь, и это дает нам основание говорить о том, что уровень взаимодействия, уровень взаимопонимания, уровень сотрудничества, он будет подниматься выше и выше. И Бадра Гунба пригласил Владимира Владимировича в Абхазию в удобное для него время, и что народ Абхазии сам искренне будет рад видеть российского лидера здесь у нас в Абхазии. Что вот вы думаете скажем так, об этом моменте в беседе, как было воспринято приглашение, и как вы думаете, вот если сейчас представить, что Владимир Владимирович приехал в Абхазию, какая здесь была бы обстановка? Да. Это интересный вопрос. Вообще, по международной практике, это такое приглашение демонстрирует о высоком доверии, высоком, скажем так, отношении двух стран. Это полноценный, так сказать, можно сказать, формат приглашения, полноценный, скажем, заслуживающий полноценного признания государства, суверенного государства. То есть приглашение с абхазской стороны и принятие приглашения с российской стороны говорит о равных субъектах, о равных государствах, свободных государствах. Это подчеркивает
вот высокий уровень, так сказать, кстати, признания. многие западные СМИ об этом написали, что вот да, Путин согласился приехать в Абхазию, да, как бы принял приглашение, скажем так. Ну, представьте себе, маленькая Абхазия, но по, скажем так, по форме, по подаче, по, сказать, по статусу этого приглашения, она приравнивается к стандартам любого признанного государства. Да? Это стандарты любых государств, которые взаимодействуют, сотрудничают. И это говорит о том, что укрепляется позиция Абхазии на внешнеполитической арене, что свидетельствует тот факт, что Россия преемственно свою соблюдает в продвижении Абхазии к полноценному государству, вот в том смысле, что она в дальнейшем будет понемножку признана и другими государствами. Это один из таких шагов, который сейчас вот произошло, это приглашение одного президента, другого президента. Это говорит о том, что статусы подчеркиваются как суверенные государства. Ну, Путин бывал уже в Абхазии, приезжал с визитами, но, тем не менее, мне кажется, этот визит будет особенным и будет встречать, скажем так, этого человека здесь у нас по-особенному. Ну, да. Ну, такой вопрос. Бадра Гунба давал интервью, скажем, информагентству РИА Новости и как раз упомянул вопрос Грузии. Это уже немножко мы отошли от самой встречи, но непосредственно с Абхазией, с Грузией все это связано, да, и Россия в том числе. Он сказал о том, что Грузия должна смириться с тем, что Абхазия независимое государство, и что если она этот факт признает, уже будет легче строить какие-то взаимоотношения. С учетом того, что надо жить в мире со всеми соседями. Да, это последовало такое заявление после того, как были возражения со стороны Грузии и ряд других государств на такой, скажем так, такие отношения, которые складываются между Россией и Абхазией. Но объективности ради надо сказать, что реальности на самом деле уже другие. Я думаю, что это в некоторых кругах Грузии понимают, но вот публично, да, открыто, это очень сложно пока сказать, возможно. Но действительно, признание Абхазии – это уже, ну, скажем так, реальный факт. Оно уже достаточно функционирует со своей исторической культурной идентичностью, политической, так сказать, системой, которая сформировалась. Это по многим признакам, большинству признаков государства, она обладает признаками государственности. И поэтому действительно в регионе возможно диалог, возможно сотрудничество после того, как действительно решится вопрос о признании, о заключении дружбы, о заключении договора о мире. Это естественный процесс. Вот. Ну, я думаю, что напоминание об этом, оно будет способствовать тому, чтобы и там, в Грузии, так сказать, ну, расширился тот круг, который способен поднять эту тему и пойти на это. Я думаю, что это произойдет, если это не скоро, но фактически оно происходит, в некоторых кругах оно озвучивается, не так по-другому. Вот. Так что, ну, я думаю, открываться будут новые перспективы. Другого варианта просто нет. Признание Абхазии и налаживание диалогов, это выгодно будет всем, так как сегодня потенциалы у Абхазии, скажем так, для соседней Грузии куда больше, и поэтому в этом заинтересована должна быть сама Грузия, в первую очередь, тоже, с точки зрения экономического развития. Ну, как вот я сейчас очень тяжело представляю, что это может произойти. Не расцениваете ли вы, что это все-таки, да, декларация, призывы, это хорошо, но не расцениваете ли вы, что вот какой-то замороженный характер вот этот вопрос будет иметь долгое время? Ну, есть такие, да, исторические факты, длящиеся долго, вот, о признании, непризнании. Это, конечно, вопрос такой психологического преодоления. Но мы динамику, если рассматривать, поколение-то развивается, поколение растет, вот, поствоенное. Я думаю, что здоровые силы в Грузии есть, они могут. Вот сейчас тоже, если мы возьмем, Грузия
поворачивается от того, такого, знаете, фундаменталистского толка западной ориентации, она отворачивается. Я думаю, что к здравому смыслу там тоже могут возвращаться. Спасибо вам большое. Спасибо что ответили на наши вопросы, пришли к нам в студию. Я напомню, что основные моменты встречи президентов России и Абхазии Владимира Путина и Бадры Гунба мы обсудили с политологом Бесланом Камки, а также он прокомментировал заявление Бадры Гунба информагентству РИА Новости о том, как должны развиваться отношения между Грузией и Абхазией.